Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники пожарной службы Чувашии. 19 июля 1932 года Совнарком Чувашской автономной республики своим постановлением утвердил положение об управлении пожарной охраны. Ветераны-огнеборцы дату образования службы отметили хоккейным матчем, на котором побывал наш спортивный корреспондент Вячеслав Ильин. С присущей профессией и юмором ветераны пожарной службы республики Кубку дружбы дали оптимистичное название «Бодрячки Чуваши». Перчатку, в нашем случае хоккейную, ветеранам МЧСовской звезды бросили игроки непрофессиональной хоккейной лиги республики, специально к матчу объединившись в команду «Группа здоровья». Право ввести шайбу в игру было предоставлено ветеранам пожарной службы Чувашии Василию Инягину и Герману Михайлову. И грянул спортивный бой. Согласно регламенту матча, участие в нем принимали игроки возрастной группы 50+. Соперники сил не жалели. Белые, ведомые бой капитаном Анатолием Селивановым, уже в дебюте матча «Стеной огня» пошли на оборонительные рубежи визави. И даже дважды в первом периоде имели реальную возможность открыть счет. Однако в этот день звезде сопутствовала спортивная фортуна. Уступать всегда сложно, хочется победить, но соперник сильный, уважаемый, поэтому мы стараемся, где-то допускаем промахи, но все равно стараемся. Главное дружба, спортивная дружба, она все равно победит. Обуздав первый вал нападения соперников, звезда стала перехватывать инициативу, которая стараниями ветеранов пожарной службы республики Евгения Парфенова и Вадима Ханина дала желаемый результат. Впрочем, и группа здоровья с сухой со льда не ушла. При счете 3-0 в пользу звезды Александр Якимов стал автором гола престижа, удачно реализовав буллит. В итоге 3-1 и Кубок дружбы пополнил наградную полку дружины ветеранов МЧС. Сегодня мы, ветераны, поздравили с Днем образования пожарной охраны действующих сотрудников, а также перечислили небольшую сумму в поддержку специальной военной операции. Вячеслав Ильин, Вести, Чувашия.